год был достаточно сложным, но в то же время продуктивным в направлении культуры Республики Абхазия. Сегодня гость нашей программы – министр культуры Даор Вадимович Ковы. Подводя итоги этого года, хотелось бы с вами подискутировать немного о деятельности ведомства, на мой взгляд, одного из ключевых ведомств нашей республики, и поговорить о том, что было достигнуто, реализовано за этот год, и какие перспективы вы планируете реализовать, и какие планы на будущий 2026 год. Прежде всего хочу поблагодарить за возможность сегодня быть у вас на эфире и поделиться нашими планами, рассказать о том, что было сделано за 2025 год. На самом деле год был достаточно насыщенный. Прежде всего мы, конечно, сделали акцент на развитие наших коллективов внутри республики. Это и наши ансамбли, и наши театры, и наши подведомственные учреждения. Конечно же, у нас было достаточно большое количество мероприятий, связанных с нашими партнерами. Международное сотрудничество, в первую очередь, это Российская Федерация. Планов достаточно много на 2026 год. Мы планируем продолжать активно развивать наше взаимодействие с Россией по абсолютно разным направлениям именно в сфере культуры. У нас планируется в 2026 году открытие двух новых направлений. Направление, связанное с киноиндустрией, и направление, связанное с развитием креативной экономики. Это новое направление для нашей республики, о котором могу рассказать чуточку позже. Спасибо. Это говорит о том, что вы все-таки входите в новую такую эпоху искусственного интеллекта, быть может, при помощи искусственного интеллекта также планируете какие-то программы использовать в развитии, если я правильно это понимаю. Если мы говорим о креативной экономике, это очень большой пласт, это направление, которое охватывает практически все сферы в культуре. По большой сути, это все то, что у нас есть, все направления, которые охватывают и медиа, и IT, и творчество, и ремесленников, то есть охватывает практически все. Но смысл заключается в том, чтобы государство дало возможность, скажем так, по-новому все это упаковать, и, соответственно, все это централизовать и дать возможность людям, которые этим занимаются, направлением, по-другому, более качественно подойти к своему продукту. То есть, чтобы этот продукт, в первую очередь, приносил и прибыль предпринимателю, который занимается, или ремесленнику, который занимается этим, и, соответственно, носила доходы государства. То есть, в принципе, во всем мире креативная экономика, она достаточно широко развивается и долгие годы. И не так давно у нас была встреча в Санкт-Петербурге, где на полях первой международной конференции по креативной экономике у нас было подписано соглашение между Министерством культуры Абхазии и Агентством стратегических инициатив, соглашение о сотрудничестве, в рамках которого мы планируем в 2026 и в последующих годах развивать это направление. Исходя из вашего годового отчета, у вас очень активно ведется работа и осуществляются проекты в рамках культурных сезонов между нашими странами, Республика Абхазия и Российской Федерацией. Что, на ваш взгляд, на сегодняшний день считается более таким приоритетным и реализовывается, если можно так сказать, на все 100%? Вы абсолютно правы. У нас в рамках подписанного соглашения между Минкультами Абхазии и России один из пунктов предусматривает обменные гастроли. И в рамках этих обменных гастролей в этом году у нас, можно сказать, была достаточно насыщенная программа. К нам в начале года сюда приезжали ряд коллективов из Российской Федерации. Наш коллектив, могу сказать, пиано-дуо выступал в Саратове, тоже в рамках обменных гастролей. То есть достаточно активно все это продвигается. Это уже не первый гастроль. Конечно, это не первый раз. Мы каждый проекта. год наращиваем количество гастролей, которые проводим, взаимных обменов. И хочу сказать, что это пользуется большим спросом у наших граждан. Более того, что хотелось бы отметить. В этом году у нас в
ходе встречи с заместителем министра культуры господином Малышевым была достигнута договоренность о том, чтобы мы могли в рамках большого всероссийского гастрольного плана наши коллективы получили возможность участвовать и представлять свое творчество на концертных площадках России. Ранее у нас этого не было, и вот то, что Министерство культуры Российской Федерации дало нам эту возможность, конечно же, для нас это большое подспорье. И вот первый раз хочу сказать, что буквально недавно труппа Абхазского государственного театра как раз-таки в рамках этих гастролей она с большим успехом выступила в Уфе, представив одну из постановок. И спектакль прошел при аншлаге, вот, зрители были довольны, и, Да, наверное, вот это вот начало, публика оно, тепло конечно, приняла, оно да. даст нам возможность в 2026 году, мы так рассчитываем, что наши коллективы смогут в большей степени как бы принимать участие и выступать на площадках в России. География расширяется, да, так Конечно, я так понимаю? конечно. Даур Вадимович, не могу не спросить о двух значимых событиях этого года, которые состоялись благодаря поддержке усилиям Министерства культуры Российской Федерации, администрации президента Российской Федерации и лично первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Я вот акцентирую на открытии центрального выставочного зала после пожара и открытии нашей национальной картинной галереи. Вот хотелось бы немного об этом. Да, Бел, вы абсолютно правы. Буквально недавно, после ремонта, начала свою работу центральный выставочный зал и Национальная картинная галерея. Конечно же, та трагедия, которая произошла в центральном выставочном зале, имея в виду тот пожар, который уничтожил практически весь наш фонд, это огромная трагедия для всего нашего народа и не только для нас. Вот. Но сегодня мы говорим о возрождении, говорим о будущем. И на самом деле вы правильно подметили, благодаря поддержке со стороны Российской Федерации, сегодня у нас в наличии две замечательные площадки. Это Центральный выставочный зал и Национальная картинная галерея. И вы знаете, вот буквально недавно у нас завершилась только выставка, которая называется «Под южным небом». Это выставка, которую нам привезло Министерство культуры Российской Федерации. Вот. И мы в перспективе планируем проведение на этих двух площадках большое количество выставок как абхазских художников, так и художников российских. Поэтому планов на использование этих двух площадок очень много. Они действительно востребованы. И я уверен, что наличие двух этих залов, оно даст возможность и очень хороший импульс для продолжения художественного дела в Абхазии. У нас растет большое количество молодых художников, вот, и эти два зала, они действительно будут способствовать развитию и процветанию этого направления. Даур Вадимович, вот в ходе последнего визита первого заместителя руководителя администрации Российской Федерации Сергея Кириенко президент нашей страны Бадр Зурабович Гунба вместе с Сергеем Владиленовичем посетили музей Нестора Лакоба. Расскажите, пожалуйста, какие перспективы в направленности музейного развития нашей страны на сегодняшний день существуют и вообще, может быть, какие-то детали озвучите? Да, Бел, абсолютно верно. Бадр Зурабович и Сергей Владиленович посетили вот буквально недавно музей Нестора Павловича Лакоба. Осмотрели, как вы знаете, не так давно был ремонт сделан в этом здании. Вот. И мы проговорили с нашими коллегами из Министерства культуры Российской Федерации возможность сотрудничества музея имени Лакоба с Музеем современной истории России. О чем говорит это сотрудничество? Планируем в течение 2026 года
на базе нашего музея имени Нестора Лакоба, во-первых, собрать весь архивный материал, который существует в России, в разных архивах, в разных ведомствах. В этом нам помогут наши российские коллеги. И мы планируем создать определенные экспозиции внутри этого музея. Это будут и интерактивные панели, где можно будет подойти, воочию посмотреть, полистать, ознакомиться с разного рода документами. И в целом, ведь личность Нестора Аполлоныча Лакоба, она знаменует собой целую эпоху. И мы хотим посредством вот этого вот сотрудничества, этих документов, которые будут представлены, рассказать, как развивалась вообще целая вот эта вот эпоха, то время, когда Нестор Аполлоныч в очень сложных условиях, вы знаете, как это все происходило, тогда отстаивал именно вопросы Абхазии, несмотря на многие сложности, которые были. Вот. Я думаю, что этот музей, он будет интересен не только историкам и людям, которые занимаются этим направлением, а в первую очередь он будет интересен детям, подрастающему поколению. И мы акцент хотим сделать именно на это, чтобы в музей было очень интересно приходить, чтобы в музее наши дети, наше поколение понимало, как мы пришли к сегодняшнему дню, что этому предшествовало. И еще один из моментов, который мы проговаривали, это возможность создания, наверное, некого документального фильма, который также будет рассказывать об этой эпохе, уже с учетом каких-то новых кадров, новых материалов, потому что они есть, какие-то мы систематизируем, какие-то новые истории мы туда добавим, о которых, возможно, пока еще они не были в открытом доступе. Но думаю, это будет очень интересно. Это своего рода послужит импульсом новой культуры посещения музеев нашей страны. В целом, я хочу сказать, вот мы сейчас сделали акцент на музее имени Лакоба, но у нас сегодня проходит сотрудничество между Нижним Новгородом и Сухумом. В рамках этого сотрудничества тоже реализуется проект в Музее боевой славы. Там также будет представлена новая экспозиция, будут представлены новые интерактивные панели, вот, чтобы немножко по-другому представить, по-другому имеется в виду в новом виде, представить ту историю, которая у нас была. Она будет более живая, более динамичная, более интересная, более современная, наверное. И в перспективе мы бы хотели, конечно, те музеи, которые у нас есть, может быть, используя вот современные технологии, опять-таки их внедрить туда, чтобы молодому поколению было более интереснее приходить в эти музеи. Хотя если мы скажем сегодня о наших музеях, поверьте, они достаточно хорошего уровня. Некоторые из музеев у нас нуждаются в реконструкции. Сегодня руководство страны делает все для того, чтобы вот у нас на 26 год запланирован такой практически капитальный ремонт музея Гулия. В этом году проходили текущие работы в нашем краеведческом музее. Вот. Но в этом плане, конечно, руководство делает все для того, чтобы наши музеи находились в достаточно хорошем таком состоянии. Давайте немножко перейдем в другую плоскость и поговорим о таком событии в культурной жизни и в развитии культурной жизни нашей страны, как соглашение на полях 62-й Дамасской ярмарки, которые состоялись в этом году. И, быть может, вы раскроете какие-то планы на будущее, какие были договоренности уже достигнуты. Да, действительно, в рамках визита абхазской делегации, куда я также входил, мы были приглашены, Абхазия была приглашена принять участие в 62-й международной Дамасской ярмарке. Для нас это было важным событием в свете того, что происходило в Сирии последние годы. Вот. И новые власти пригласили Республику Абхазия также принять участие в качестве полноценного участника этой выставки. Достаточно престижно. Абсолютно. Присутствовало на Дамасской ярмарке огромное количество стран-участниц, вот, и мы были представлены наравне со всеми. Но если говорить о тех договоренностях, которые были достигнуты именно в рамках сотрудничества в сфере культуры, могу сказать, что у нас прошла встреча с министром культуры
Сирийской Арабской Республики. Вот. Мы подтвердили дальнейшее намерение развивать отношения в сфере культуры. Я, в свою очередь, пригласил коллегу посетить с визитом Республику Абхазия. И мы планируем, что в 2026 году, если, даст Бог, все получится, то мы обменяемся такими гастролями наших коллективов и поедем и в Сирию, и сирийские коллективы посетят Абхазию. 2025 год является таким знаковым годом и для нас особенно, потому что именно в этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, Великой Отечественной войны, и также 80-летие нашего первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Вот в рамках этих событий какие проекты были реализованы Министерством культуры? Что вы считаете наиболее таким значимым? Знаете, ну, если мы говорим о 80-летии Великой Победы, конечно, это та история, которая у нас в сердцах, в нашей памяти. Естественно, мы все помним о том, как это все происходило, потому как наши деды непосредственно принимали участие в победе. И сегодня как бы для нас эта историческая память, она очень важна. Поэтому в рамках празднования 80-летия Великой Победы у нас проходило достаточно большое количество мероприятий, посвященных памяти воинов, которые принесли победу. И эти мероприятия, они проходили по всей республике. Разного масштаба мероприятия были районные мероприятия, республиканские мероприятия, но все это было направлено на сохранение памяти, именно исторической памяти, чтобы молодежь всегда помнила и не забывала, какой ценой нам досталась эта победа. Вот. И, конечно же, когда мы говорим о роли нашего первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба, вы правильно отметили, этот год юбилейный, и мы до сих пор продолжаем цикл мероприятий, которые посвящены памяти Владислава Григорьевича. В рамках этих мероприятий была создана Государственная комиссия по празднованию памяти Владислава Григорьевича Ардзинба. Вот. И во всех городах и районах нашей республики проводят различные мероприятия. Они связаны и с показом фильмов о Владиславе Григорьевиче. Это и фотовыставки, это и мероприятия, где рассказывают о разных событиях того периода. То есть достаточно большой комплекс мероприятий проводился и проводится до сих пор в рамках празднования этой даты. Несмотря на достаточно хорошие успехи в рамках деятельности Министерства культуры, наверняка существуют и какие-то сложности. А вот могли бы мы немного поговорить о том, как проводится работа между головным офисом, скажем так, самим ведомством и организациями подведомственными на местах, да, и в регионах, в районах республики. Существует ли какая-то вертикаль власти, какие коммуникации на сегодняшний день у нас имеются, и, быть может, что хотелось бы видоизменить для того, чтобы все-таки эта работа велась как в таком едином таком механизме, скажем так, более продуктивно, более четко. Ну, вы затронули сейчас острый вопрос. Что касается наших подведомственных учреждений, естественно, мы в каждодневном режиме как бы ведем совместную работу. Каждое подведомственное учреждение, оно ведет работу в своем направлении. Вот. Что касается районов, вы правильно отметили, Бела, это касается не только сферы культуры, наверное, это и другие сферы затрагивает. У нас сегодня прямой вертикали как бы не предусмотрено. Вы знаете, что отделы культуры, районные отделы культуры, они непосредственно находятся в прямом подчинении к главам администрации. Но при всем при том, это не мешает нам проводить совместную работу. То есть у нас абсолютно плотный контакт, достаточно четкое взаимопонимание, но мы планируем в 2026 году усилить это взаимодействие. С чем это связано?
Министерство культуры, как в целом и другие министерства, ну, в данном случае говорим о нас, мы являемся проводниками государственной политики в сфере культуры в нашей республике. И поэтому развивать это направление в отрыве от районов, это в принципе не представляет, ну, вообще не представляется возможным. Поэтому сегодня вот мы перед собой поставили задачу, и у нас предстоит тоже встреча и с руководителями районных отделений культуры, хотя они это тоже все прекрасно понимают. Повторюсь, у нас очень хорошее взаимодействие, но будем продумывать систему, при которой мы скоординированно будем проводить вот эту вот общую политику в сфере культуры. Вы считаете, что эта система уже немного устарела, поэтому нужно немного модернизировать, да, я так Я понимаю, считаю, что по нам надо... взаимосвязи Да, между я считаю, районами и основным головным ведомством? конечно, я считаю, что нам необходимо провести какую-то, может быть, ну, реформу, громко сказано, наверное, но вот именно усилить координацию и взаимодействие в этом направлении необходимо. И повторюсь, это касается не только сферы Да, я культуры. думаю, что и все остальные ведомства также испытывают определенные трудности именно вот в этой как бы стези. Даур Вадимович, и еще такой вопрос немаловажный, на мой взгляд, это кадровая политика. Вот что вы можете об этом сказать на сегодняшний день? Какие существуют проблемы? Какие, быть может, министерство ставит задачи для решения этих вопросов? Каких-то, может быть, уже достигнуты какие-то результаты в этом направлении? Знаете как, наверное, не буду оригинален, эта проблема, наверное, она существует не только у нас. Но я бы не рассматривал ее как некую катастрофу. Почему? Потому как мы достаточно долгое время направляем в лучшие вузы Российской Федерации наших молодых ребят, которые вот в ближайшее время вернутся сюда уже достаточно серьезными специалистами. Но проблема иногда заключается в том, что, возвращаясь в Абхазию, ребята иногда не находят себе места и сложно их трудоустроить. Связано это и с дефицитом штатов. Вот. Это не только в Министерстве культуры, это и подведомственные учреждения, и, наверное, многие учреждения, вообще, в принципе, бюджетные учреждения в Абхазии. Вот. Но хочу сказать, что молодежь у Какой нас... механизм решения вопроса тогда? Вот оканчивает наш студент высшее учебное заведение в Российской Федерации, возвращается на родину. Если по итогу он не находит себе, грубо говоря, место под солнцем, дальше какие действия? Ну, вы знаете как, таких примеров, к сожалению, наверное, есть, они И не существуют. только в культуре, Да, не да, только в в целом. культуре, но в целом мы все-таки из года в год, отправляя детей, мы же формируем запрос сами, и мы под каждое конкретное учреждение. И мы стараемся делать так, чтобы детей, которых мы отправляли, мы не просто отправляли для галочки, а понимали, кем они вернутся и в какое учреждение они возвращаются. Это Ну, очень вот важно. даже на примере сейчас, на мой взгляд, да, вот достаточно успешно ведется работа в двух наших театрах. Это в Абхазском драматическом театре, в Русском театре имени Фазиля Искандера. Как раз это говорит о том, что вот, собственно, те дети, которые получили образование, вернулись в родную страну и Они будут могут трудоустроены, работать и естественно. самореализовываться. Это Конечно. похвально. Но существуют все-таки и другие моменты, которые зачастую так бывает, что человек получил высшее образование, но не может себя найти, и как бы, может быть, нет достаточной взаимосвязи между государственным как бы, органом и непосредственно людьми, Нет, я которые бы в не этом говорил, что нет нуждаются. взаимосвязи. Взаимосвязь есть. Еще раз повторюсь, это проблема общего характера. Все-таки, Не если хватает финансирования, либо еще какие-то... по-разному, по-разному, но я все-таки думаю, что вот мы сегодня, я повторюсь, отбирая детей, мы запрашиваем наши подведомственные учреждения, и мы формируем квоту именно по запросу того или иного учреждения, с пониманием того, что вот эти специалисты им нужны.
То есть мы идем этим путем. Не ради количества. Не на опережение, как бы. Конечно, да. мы не делаем это ради количества, что вот как бы есть сегодня возможность кого-то отправить на учебу, а по возвращению будем сидеть и смотреть друг другу в глаза и не понимать, куда отправить этого ребенка. Поэтому сегодня каждое учреждение, перед тем, как мы формируем эту квоту, мы запрашиваем, учреждения дают нам ответ, что нам нужно вот такой, вот такой, вот такой специалист. Соответственно, мы как бы даем это в заявочку. Поэтому я думаю, что вот в ближайшее время, когда у нас уже дети получат образование, многие уже на 3-м, на 4-м курсе, они начнут возвращаться, и у нас как бы будет, что называется, новая кровь в наших подведомственных учреждениях. Ну, А вот это очень важно. Очень часто бытует такое мнение, что было бы целесообразно открыть какое-то высшее учебное заведение, ориентированное, допустим, на музыкальное искусство в нашей республике, дабы не отправлять детей как бы в другую страну, ну, в нашем случае в Российскую Федерацию. Что на этот счет? Какие ведутся, может быть, переговоры или дискуссии? Сегодня у нас не так давно, вы знаете, при Абхазском государственном университете был открыт факультет искусств. И на этом факультете искусств есть разные направления, которые предусматривают возможность дать высшее образование сегодня студентам, которые там учатся. При всем при том, хочу сказать, что у нас сегодня есть в стране единственное музыкальное училище. Вот. И мы также рассматриваем возможность того, чтобы на базе музыкального училища создать высшее учебное заведение. На самом деле это очень важно, и здесь речь, конечно, здесь речь не идет о некой конкуренции. Кто-то может сказать, а зачем в маленькой стране два там учебных заведения высших, да, которые плюс-минус воспитывают детей одного и того же направления. Конкуренция всегда хорошо. Вот, и поэтому я думаю, что какие-то вопросы снимет, соответственно, естественно, вопрос высшего образования в стране, он как бы очень актуален. Потому что сегодня, ну, давайте говорить откровенно, зачастую бывает так, что мы отправляем детей в вузы на учебу, да, и бывает так, что дети не возвращаются. А для нас важно воспитать детей, поколение, которое будет жить в Абхазии, будет понимать, чувствовать эту страну, знать ее проблемы, знать ее нюансы и думать о том, как это все исправить и как сделать лучше. Поэтому как бы наличие в Абхазии высшего учебного заведения, а они, естественно, будут работать в партнерстве с российскими вузами, я вижу это как бы больше плюс, нежели какие-то минусы. Согласна. Ну, проблем всегда много, их не бывает как бы мало, но тем не менее министерство развивается, идет в ногу со временем, и что отрадно, на мой взгляд, что с каждым годом у нас увеличивается количество международных проектов, таких как вот Хибла Герзмава приглашает, международный музыкальный проект Алисы Гицба, музыкальная лаборатория. Также в Пицунде проводятся ежегодные фестивали, органные фестивали под управлением Луки Гаделя и Бараса Кучба. Вот давайте поговорим немного об этом. Насколько это имеет дальнейшую такую правильную перспективу в развитии культуры не только нашей страны, но и в целом. Да? Вот. Какие плюсы с этого мы можем? Знаете, об этом направлении можно говорить много. Конечно, все те фестивали, которые вы перечислили, они очень важны. И скажу так, я лично заинтересован в том, чтобы в Абхазии проводилось как можно больше фестивалей. Потому как Абхазия, она является тем местом, которое способствует развитию подобного рода мероприятий. И чем больше международных фестивалей мы будем проводить здесь, в Абхазии, тем содержательнее и насыщеннее будет наша культурная жизнь в стране. Даур Вадимович, и как бы подытожив нашу с вами беседу, хотелось бы услышать о каких-то ключевых дальнейших перспективах, на ваш взгляд, в направлении ведомства. Скажу так, у нас все будет хорошо, главное не лениться, народ у нас потрясающий. Что касается творчества и культуры, знаете, это то направление, которым мы всегда гордились. Вот. Нам есть что показать миру, и на самом деле мы это делаем с большим успехом.
А если немного конкретизировать, я в начале нашего интервью говорил о том, что мы открываем 2 новых направления. Они достаточно важны. Это направление киноиндустрии и направление креативной экономики. Я думаю, что эти 2 направления, они станут большим плюсом именно вот в том большом пласте культуры, который у нас сегодня есть, и они очень хорошо его дополнят. Поэтому выражаю такую серьезную надежду на то, что 26 год у нас станет достаточно интересным и насыщенным. В преддверии наступающего Нового года и светлого Рождества Христова я хочу пожелать всем нам мира, благополучия и согласия. Пусть Всевышний оберегает нашу страну и наш народ. С наступающим всех Новым годом!